Дерек Принс. Благодарение, хвала и поклонение. Введение. У множества людей сложилось мнение, что молитва – это простая просьба у Бога различных вещей, как будто мы идем к Богу, как в магазин со списком покупок. Это очень ограниченный и не соответствующий истине взгляд на молитву. Молитва – это не просто один играющий инструмент. Это целый оркестр. И этот оркестр состоит из множества различных инструментов. Мы же будем иметь дело с тремя из них – благодарением, хвалой и поклонением. Эти инструменты – неотъемлемые части молитвы. Если же вы просто приобрели привычку приходить к Богу со своим, так сказать, списком покупок, без знания, как объединять его с благодарением и восхвалением, я боюсь, что вы будете возвращаться из магазина без нужных вам вещей. Необходимо понять, что Бог установил определенные условия, при которых мы можем обращаться к Нему. И прежде всего, важно понять, что нет доступа к Богу и в Его присутствии без благодарения и восхваления. Пару лет назад я беседовал с одним человеком, которого я очень уважаю, и его имя хорошо известно в своей стране. Он примерно моего возраста и пришел ко Христу раньше меня. Он услышал, как я говорил, что мы не можем приблизиться к Богу без благодарения и восхваления. Он сказал: «Все годы, что я был христианином, я никогда не слышал об этом». Этот принцип революционизировал его молитвенную жизнь. Таким образом, сегодня мы имеем дело с принципом огромного значения, если вы хотите иметь плодотворную и успешную молитвенную жизнь. Позвольте мне показать вам маленькое различие между благодарением, восхвалением и поклонением. Каждый из этих видов – это путь обращения к Богу и общению с Богом. Но каждый из них представляет нам различные аспекты Божьего характера. Благодарением мы признаем Божью благость. Хвалой мы признаем Божье величие. Поклонением мы признаем Божью святость. Итак, благодарение приводит нас к Божьей благости, хвала связывает нас с Божьим величием, а поклонение – это высшая способность человеческого духа, которая приводит нас к Божьей святости. Благодарение. Послание к Евреям 12:28 является хорошим отправным пунктом в изучении темы благодарения. Давайте прочитаем. «Итак, мы, приемля Царство непоколебимое, будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Богу, с благоговением и страхом». Там, где русский перевод говорит «будем хранить благодать», в других переводах часто употреблено «будем благодарны». И я хочу показать вам, почему все эти переводы правильны. Потому что в греческом языке во фразе «иметь благодать» ключевое слово «харис», что значит «спасибо». Интересно, что обычное греческое слово «благодарю» «евхаристо» прямо относится к «харис». Итак, существует прямая связь между благодатью и благодарностью. Неблагодарный человек – это человек вне благодати Божьей. Вы не можете быть неблагодарными и находиться в благодати Божьей. Есть еще 3 современных языка, в которых это заметно. На французском «grace à Dieu» значит «благодарение Богу». Слово «grace», которое произносится точно так же, как английское слово, означает «благодать». На итальянском слово «благодарю» будет звучать «грация», что созвучно с «grace». По-испански оно звучит «gracias». Итак, вы видите, что эти 3 романских языка, в основе которых лежит латинский, сохраняют прямую связь между благодатью и благодарностью. Это очень важно знать для всех нас, что когда мы неблагодарны, мы вне благодати Божьей. Вы не можете быть в благодати Божьей, оставаясь неблагодарным.
Нельзя отделить благодарность от Божьей благодати. Так что мы можем сказать и будем благодарными, и будем хранить благодать, что одно и то же. Ниже приведены 4 утверждения о благодарении, что фактически является условиями из 4 посланий апостола Павла. Начнем с послания к Колоссянам 3:15. «И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, к которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны». Это не предложение, это заповедь. Будьте дружелюбны. Затем Павел продолжает в стихах 16 и 17. «Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякой премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, славословием и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу. И все, что вы делаете словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца». Что бы мы ни делали, мы должны во всем руководствоваться 2 принципами: делать все во имя Иисуса и благодаря через Него Бога и Отца. Это устанавливает чудесные границы. Иногда молодые люди спрашивают, правильно ли будет для меня сделать это или то, например, посетить какое-нибудь развлечение или что-то еще. В таких случаях я отвечаю, если ты можешь пойти туда и сделать это во имя Господа Иисуса и благодаря Бога через Него, то все в порядке. Если же нет, то нет. Это устанавливает ограничения на то, что мы свободны сделать. Таким образом, благодарение – это не выбор, это заповедь. Второе. В послании к Ефесянам 5:18 Павел говорит о том, что значит быть постоянно наполненным Духом Святым. «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом». Удивительно, как часто церковь концентрировалась на плохом и игнорировала хорошее. Я хочу сказать, что каждый знает, что не следует напиваться. Но кто знает, что нужно наполняться Духом? И каков результат наполнения Духом? Стихи 19-20 говорят нам: «Назидая самих себя псалмами и славословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца, во имя Господа нашего Иисуса Христа». Итак, когда вы исполнены Духом Святым, вы постоянно будете благодарить Бога. Вы можете измерить, насколько вы исполнены Духом внутри вас, частично тем, сколько времени вы проводите в благодарении Богу. Когда вы прекращаете благодарить Бога, это является только одним несомненным показателем, что вы начинаете духовно опускаться. Третье утверждение Павла, или условие о благодарении, содержится в 1 Фессалоникийцам, 5 глава, с 16 по 18 стих. Это одни из самых коротких стихов в Новом Завете, но тем не менее очень наполненные. Всегда радуйтесь. Очень просто сказать, не так ли? Гораздо больше требуется благодати, чтобы сделать это. Непрестанно молитесь. Никогда не прекращайте молиться. Другими словами, вам не нужно молиться все время, но никогда не говорите «все, я закончил молиться». О Смите Уиглсворте сказано, что он никогда не молится больше, чем полчаса за раз, но никогда не проходило и получаса, чтобы он не молился. Это хорошая иллюстрация того, что значит непрестанно молиться. И затем мы подходим к третьей из этих 3 выразительных рекомендаций. «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе». Какова воля Божья во Христе Иисусе? За все благодарить. Таким образом, если вы не благодарите, вы вне воли Божьей. Я имел дело со многими христианскими служителями, которые были на нужном месте, делая нужную работу,
Но они чувствовали себя вне воли Божьей. И это было не потому, что они работали не так, но это было из-за того, что они прекратили благодарить. Поэтому помните, в момент прекращения благодарения вы выходите из воли Божьей. И не потому, что вы не тем заняты, а потому, что вы не реагируете правильно на Божью благость. В послании к Филиппийцам 4:6 мы подходим к четвертому утверждению Павла относительно благодарения. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. Никогда не просите Бога без благодарения. Несколько лет назад я был сильно впечатлен журналами Джона Уэсли. Я всегда помню его комментарии насчет этого стиха. Стих гласит: «Но всегда в молитве и прошении», и он берет эту фразу «но всегда в молитве» и говорит: «Я убежден, что Бог делает все через молитву и ничего без нее». Я верю, что это абсолютная правда. Но Павел говорит здесь: не просите Бога без благодарения. Что бы вы ни просили, делайте это с благодарением. Теперь, рассмотрев отдельно 4 утверждения апостола Павла о благодарении, давайте посмотрим на 2 вытекающих момента. Во-первых, благодарение открывает доступ к Богу. Лучшее место, откуда мы можем увидеть это, находится в Псалме 99, очень красивом и знакомом. Говоря о вхождении в Дом Божий, псалмист пишет в 4 стихе: «Входите во врата Его со славословием, во дворы Его с хвалою, славьте Его, благословляйте имя Его». Заметьте, что здесь 2 стадии в подходе к Богу. Первая – во врата Его, вторая – во дворы Его. Врата дают вам пропуск во дворы, а дворы – в Дом Божий. Но вы не пройдете через них, кроме как по описанному маршруту. Во врата Его со славословием, во дворы Его с хвалою. Я совершенно уверен, что человек не имеет близкого доступа к Богу, пока он не встанет на описанный путь благодарения и восхваления. Некоторые из вас могут временами молиться и чувствовать, что Бог далеко от вас. Очень вероятно, что причина этого в том, что вы не следуете указанному маршруту. Вы можете стоять за воротами и кричать Богу, и Он услышит вас и будет милосерден к вам. Но вы не будете иметь прямого доступа к Отцу, пока не придете с благодарением и восхвалением. Некоторые люди могут ворчать: «Ну, мне не за что благодарить Бога. Дела идут хуже некуда. Моя жизнь — сплошной беспорядок. Почему я должен благодарить Бога?» Тогда псалмопевец дает 3 ответа в стихе 5. «Ибо благ Господь, милость Его вовек, и истина Его в род и род». Неважно, как вы себя чувствуете, неважно, в каких вы обстоятельствах, эти 3 факта неизменны. Господь всегда благ, Его милость вечна, и истина Его из поколения в поколение. Итак, вы имеете 3 постоянных, неизменных причины благодарить Бога. Не фокусируйтесь на ваших чувствах. Не смотрите на вашу ситуацию. Взирайте на эти вечные, неизменные аспекты Божьей природы и Его общения с нами, и вы будете благодарить Бога непрестанно. Давайте теперь посмотрим, что говорит Новый Завет о доступе к Богу через благодарение. Вы помните 10 прокаженных из Евангелия от Луки 17 главы? Им, как прокаженным, запрещалось подходить к кому бы то ни было, так как они были нечисты. Им нужно было постоянно кричать «Нечист, нечист», предупреждая каждого, чтобы они посторонились, потому что их болезнь была очень заразной. Лука говорит, что они возвысили голос и закричали Иисусу: «Иисус, наставник, помилуй нас!» И Иисус дал им очень простой ответ. Он сказал: «Пойдите и покажитесь священникам». В то время человек, очищенный от проказы,
должен был показать себя священником и получить подтверждение, что он больше не заразен. Таким образом, говоря им пойти и показать себя священником, Иисус говорил: «На пути вы будете очищены. И когда вы придете, священники будут способны засвидетельствовать, что вы больше не больны». Вот видите, это вера. Иногда мы исцеляемся в дороге. Если мы просто стоим спокойно и говорим, что ничего не произошло, ничего не произойдет. Итак, все они были исцелены. Но только один, тот, что был самарянином, а не евреем, возвратился возблагодарить Иисуса. Тогда Иисус сказал: «Не 10 ли очистились? Где же 9? Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника?» Евангелие от Луки, 17 глава, 17-18 стих. Затем он сказал этому человеку: «Вера твоя спасла тебя». Все 10 были очищены, но только тот, кто вернулся благодарить, был спасен. Каждый из 10 исцелился физически, но только один, вернувшийся поблагодарить, получил вечное духовное исцеление и спасение. И он был единственным, кто приблизился к Иисусу. Итак, вы видите, что благодарение открывает доступ к Богу. Второй очень важный момент, касающийся благодарения, заключается в том, что благодарение – это ключ, высвобождающий сверхъестественную, чудотворящую силу Господа. Я приведу вам 2 хорошо известных примера. Первый содержится в Иоанна 6 о насыщении 5000 человек. Перед Иисусом собралась толпа в 5000 человек, не считая женщин и детей. И все они были голодны. Единственная еда, которая у них была, это был завтрак маленького мальчика, 5 маленьких хлебов и 2 рыбки. Но Иисус сказал, чтобы все возлегли для того, чтобы всех их накормить. И вот что нам известно из Иоанна 6 глава 11-12 стих. «И Иисус, взяв хлебы и воздав благодарение, раздал ученикам, а ученики возлежавшим, также и рыбы, сколько кто хотел. И когда насытились, то сказали ученикам своим: соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало». Удивительно то, что в этой ситуации Иисус не молился. Он не просил Бога сделать что-нибудь. Все, что он сделал, это поблагодарил Бога за то, что было у него в руке. Иоанн, очевидно, был очень впечатлен этим, потому что в стихе 23 он говорит: «Между тем пришли из Тивериады другие лодки, близко к тому месту, где ели хлеб по благословению Господнему». Таким образом, Иоанн был особенно впечатлен, что чудо произошло не в результате длинной молитвы, но просто после благодарения. И я по-настоящему верю, что мы часто упускаем силу Господа просто потому, что не высвобождаем ее через благодарение. Немного далее, в главе 11 от Иоанна, мы находим второй пример. Иисус стоял перед могилой Лазаря, который уже 4 дня как умер. Он не молился длинной молитвой. Он просто сказал: «Отче, благодарю тебя, что ты услышал меня». Это все, что он сказал. И затем он обратился к Лазарю, и Лазарь вышел из гробницы. Еще раз скажу, пока мы не разовьем в себе привычку благодарить Бога так, как описано здесь, мы будем очень много раз упускать сверхъестественную силу Бога. Большинство по-настоящему сильных молитв в Библии очень коротки. Я думаю о молитве Моисея за Мариам, когда она была поражена проказой за критику своего брата. Моисей сказал: «Боже, исцели ее». По-видимому, наоборот. Если мы будем больше сочетать наши просьбы с благодарением, наши молитвы станут короче, но гораздо эффективнее. Перед тем, как закончить нашу тему о благодарении, нам нужно взглянуть на мрачную обратную сторону этой истины,
полную противоположность благодарению. Библия говорит очень много о неблагодарности, но я просто выделю 3 положения из Писания, которые очень существенны. В послании к римлянам в 1 главе Павел великолепным образом описывает отпадение людей от познания Бога в самое ужасное зло. И 1 глава послания к римлянам заканчивается одним из самых ужасных списков Библии – списком человеческой деградации, несчастья и болезней. Мы можем спросить себя, как это случилось, что человечество докатилось до этого. Ответ дан в стихе 21. «Но как они, познавши Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце». Это первые 2 шага человечества вниз, в эту темную дыру, о которой говорится в конце главы. Во-первых, люди не прославили Бога как Бога, во-вторых, они были неблагодарны. Каждый раз, когда мы прекращаем благодарить, мы вступаем на скользкую дорогу вниз. Позвольте мне предупредить вас. Лучше совсем не вступать на нее, потому что очень тяжело повернуться и пойти обратно. Второе, очень важное наблюдение Библии о неблагодарности содержится во 2 Тимофея в 3 главе, где приведен еще один ужасный список. Интересно сравнить его со списком из послания к римлянам 1 главы, который, по моему мнению, является логическим следствием неблагодарности. 2 Тимофею 3 глава – это историческое следствие. На что будет похоже человечество в последние дни этого времени? Апостол Павел дает нам изображение, начиная со стиха 1. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие». Что принесут тяжкие времена? Развращение человека. Стих 2. «Ибо люди будут самолюбивы». Это корень всей проблемы. Сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны. Где неблагодарный человек будет стоять в этом списке? Рядом с нечестивым. Быть неблагодарным – это значит быть нечестивым. Вы не можете быть святым и неблагодарным. В свою очередь, благодарность – это большое подспорье в продвижении к святости. Какое поведение противоположно благодарности? Я думаю, что лучшее описание – это библейское слово «ропот», или на более современном языке «недовольство». Позвольте мне предложить вам, что если вы собираетесь сказать что-нибудь, то это будет или правильно, или нет. Существует очень мало нейтральных слов. Итак, если мы неблагодарны, мы почти точно закончим как ропотники или недовольные ворчуны. Не будьте таким человеком. Третье и последнее. Давайте посмотрим, что говорит Павел о неблагодарности в 1 Коринфянам в 10 главе 7 по 10 стих. Он предупреждает христиан против впадения в те же самые заблуждения, в которые впал Израиль после того, как они были освобождены из Египта. Не будьте также идолопоклонниками, как некоторые из них. Не станем блудодействовать, не станем искушать Христа. Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя. Одно предупреждение против ропота содержится в книге Чисел, 21 глава. Израиль стал разочарован и нетерпелив из-за длинного и утомительного путешествия. Они стали роптать против Бога и Моисея. Бог ответил тем, что послал на них свирепых змей, которые стали кусать людей, и они стали умирать. Внимайте этому предупреждению. Ропот приведет вас к встрече со злыми змеями. Их укусы могут не быть физическими,
но все типы ядов войдут в ваш дух. Итак, мы стоим перед выбором. Есть только две противоположные возможности: быть благодарным, что откроет нам путь к Божьему присутствию и Его чудодейственной силе, или быть ропотником. Подумайте, сделайте решение. Я буду благодарным, я найду основания для благодарения в Писании. Я буду благодарить Бога все время.